В Козловке поставили памятник чувашскому драматургу и прозаику Никифору Мраньке. Он стал известным после выхода многотомного романа-эпопеи «Жизнь прожить, не поле перейти». Вообще, мемориал писателю в городе установили еще в 1977 году, но за 40 лет он заметно обветшал. На днях в Козловке состоялось открытие обновленного памятника. Путь к литературному признанию у Никифора Мраньки был тернистым. Имея за плечами лишь начальное образование, он поехал учиться в Москву на курсы киносценаристов. Потом вернулся на родину, 5 лет работал директором чувашской студии кинохроники, затем редактором в газете. В годы Великой Отечественной войны ушел на фронт. После демобилизации из армии начал работу над главным романом «Жизнь прожить, не поле перейти». Ему писатель посвятил несколько десятилетий. Там самый главный герой Степан. Вот. Он, значит, как сидим, говорит, что с ним делать? Не то, говорит, его застрелить, не то похоронить. Он, говорит, настолько у меня вырос, что другим действующим лицам не дает прохода. Вот такие были у нас моменты. Идеей обновить монумент Мраньке загорелись чувашские башкиры. В прошлом году они посетили место захоронения народного писателя и решили, что нужно поставить новый памятник, а потом сами собрали деньги. На торжественную церемонию открытия монумента приехали известные писатели Чувашии, активисты из Башкирии и близкие родственники поэта. Сколько вот с людьми встречаемся, я вот лично встречаюсь с людьми, все просят книги, не можем найти, где найти Эмирзаки Зарлаган Мранька. Вот сейчас бы маленько задуматься бы чувашскому книжному издательству, и, мне кажется, был бы очень хорошим подарком чувашскому народу выпуск этих книг.